это первый компонент, это второй. Температурный режим строго не выше минус 18 градусов. В морозильной камере хранится первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Ви» для врачей Назрановской поликлиники. Всего 18 пробирок. Держать их в руках больше нескольких секунд категорически запрещено. При малейшем нагревании вакцина теряет свои свойства. Учитывая ее особенность, за температурным режимом морозилки следят круглосуточно. У нас в поликлинике поступило уже 9 доз. Вначале мы уже начали даже прививать. Начинаем мы те, кто уже в красной зоне, то есть это с инфекционного отделения. Вакцина двухступенчатая. После первого введения необходимо повторить прививку через 3 недели. Прежде чем приступить к массовой вакцинации, первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник Ви» прошла все клинические и доклинические испытания, в том числе на различных видах лабораторных животных. Как и у любого лекарства, у «Спутника» есть свои противопоказания и побочные явления. Чтобы их избежать перед вакцинацией, нужно убедиться, нет ли аллергии или других заболеваний. Противопоказания для прививания у нас это если ОРВИ, температура, обострение хронических заболеваний, онкология. После прививания осложнения наблюдается 3 дня. Это покраснение вместо инъекции, отечность бывает, но все эти побочные эффекты, они проходят через 3 дня. На сегодняшний день в медучреждения республики поступило более 80 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Напомню, что сейчас под наблюдением медиков остаются 976 человек. За минувшие сутки выявлено 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано 376 человек. Умерло 96. Ситуация по состоянию в республике, она остается еще сложной. Огромная просьба ко всем, кто нас может услышать, соблюдать правила профилактики. Они озвучены неоднократно. Это же социальное дистанцирование, ношение средств защиты верхних дыхательных путей, медицинских масок и респираторов в общественных местах. Для профилактики и недопущения распространения коронавируса в республике вновь введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Это касается и свадеб. Врачи настоятельно просят жителей перенести пышные торжества на более благоприятный период, когда статистика заболевших ковид начнет снижаться. Медицинским работникам сегодня сложно и тяжело, больных очень много. У нас, слава богу, на сегодняшний день есть запас и средств индивидуальной защиты. У нас работают круглосуточно лаборатории, но, тем не менее, огромная просьба к населению соблюдать режим профилактики. Врачи напоминают, сейчас большая часть жителей напрочь игнорирует вопрос эпидемиологических рисков. В частности, не соблюдают масочный режим, социальную дистанцию, пренебрегают нормами личной безопасности. Все это может спровоцировать осложнение эпидситуации, тем более в сезон респираторных инфекций. Амина Бокова, Магомед Дидигов, Новости 24.